свет отключили. Холодильник тут у нас новый. Осталось вот использовать холодильник. Дома цыганского табора под Зеленодольском опустели. Все вещи уже на улице. Под снос пойдут 4 из 5 домов, а часть диаспоры останется здесь. Не будем все в одном доме. Одна семья там будет жить, а остальные все на квартиры. Квартиры нормальные. Ничего не могу сказать, просто Нам не надо. уходите. Где вы сейчас? Сами сделаете. Не знаю. О своем нынешнем положении цыгане рассказывают с неохотой. Люди покидают дома на нервах. Суд Зеленодольского района еще зимой вынес решение о сносе 18 строений. Верховный суд поддержал. Останутся всего 3 дома, один из них барона. Мы же его не трогаем. Он законно, все приобретение законное, строение законное, оно останется. А почему нас не предупредили, когда мы начали строить вот эти дома, сказать, мол, не стройте, не полагается. В таборе 150 человек, 60 из них дети. Сейчас, по словам цыган, они переехали на съемные квартиры. Отдел опеки и попечительства готов предоставить вместо койки питание и все проживание. Это нам не надо, детский дом не надо. Мы от этого отказаемся. Мы за своих детей смотрим. Часть цыган претендует на землю по федеральной программе поддержки многодетных семей. Это нам подтвердили и в администрации Зеленодольского района. 3 цыганские семьи действительно стоят в очереди на получение земельных участков. Когда эти семьи получат участки, вопрос, потому что есть определенный порядок. Успеют ли цыгане самостоятельно разобрать дома? Большой вопрос. Часть X наступит завтра. Меньше суток остается цыганскому табору для того, чтобы снести свои дома в добровольном порядке. Завтра здесь будут уже судебные приставы, тогда их строения будут снесены уже в принудительном порядке. Альбина Минибаева, Андерсон Тальцев, ТНВ, Зеленодольский район.